выпросили у пожилых людей деньги и все. Светлана Петровна пострадала от мошеннических действий своей коллеги. Злоумышленница выманила у пенсионерки порядка 600 тысяч рублей, предложив ей купить гараж. Причем не сразу, а через 2 месяца, когда эти деньги наберут нужные проценты на покупку. Но в объявленный срок ключей она не получила. Я же проценты потеряла, 600 тысяч же взяла. Ты мне деньги-то хоть мои-то верни. Нету денег. И все, и уходит. Светлана Петровна смогла отстоять свои права. Она разбиралась в суде и даже выиграла дело. Но денег все равно не увидела. Обманщица намерилась объявить себя банкротом. Ее признают банкротом, и я не получу ни копейки денег. Количество фактов мошенничества в Якутии неуклонно растет. В 2015 году зарегистрировано 402 случая, когда как в 2014 их было 364. Рост составил чуть больше 10%. Лидерами среди мошенников в 2015 году стали люди, не имеющие стабильного источника дохода, а также те, что уже совершали подобные преступления ранее. Но бывают и случаи, когда человек, работая с постоянным движением денег, просто не может уйти от соблазна воспользоваться этим. К примеру, в Нерюнгре от рук сотрудницы одной из турфирм пострадало более 100 человек. Клиентов турфирмы она ввела в заблуждение о различных скидках на путевки, но деньгами распоряжалась в личных целях. Ущерб составил порядка 8 миллионов рублей. Бывшая сотрудница турагентства «Сунгари Тур» признана виновной в совершении растраты в особо крупном размере, мошенничества в особо крупном размере, а также растраты в крупном размере. А к жителям Мирного заманчивые предложения пришли через мессенджер WhatsApp. Сообщения были о продаже мяса по низким ценам. Но когда деньги были переданы, товары покупатели так и не получили. Один злоумышленник ходил за деньгами, другой, собственно, принимал заказы. Предоплату внесли на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. По словам следователей, в последние годы телефонное мошенничество стало популярнее у преступников. Во многих случаях ими оказываются даже лица, отбывающие наказания в тюрьмах. Впрочем, все виды мошенничества объединяет одно – факт предоплаты. Мошеннические преступления, там имеет место предоплата. То есть, когда идет предоплата, когда сомнительная сделка, уже надо быть более настороженнее. Теперь так считает и Светлана Петровна. Сейчас она уже не верит людям, которые предлагают ей сомнительные услуги, и надеется вернуть хотя бы часть потерянных денег. Юлиан Бояркин, Максим Бурцев, Вести.